Любопытство и соблазн запаха взяли вверх, и медвежонок оказался в ловушке ученых. Биолог Егор Николаев предполагает, что животное этой весной рассталось с матерью и в поисках пищи приблизилось к городу. Возраст косолапого 3-4 года. При выходе с берлоги они пока еще зелени нет, пока еще этих растений, и они стараются питаться. И самым легкодоступным для них питанием являются вот эти детеныши домашних животных. За последние 3 года Якутия пережила настоящее нашествие медведей. В 2015-м было зафиксировано 34 случая внезапного визита хозяина тайги в населенные пункты. Поведение косолапых хищников становится непрогнозируемым, и они начинают привыкать к атрибутам цивилизации, констатирует факты спасатель Николай Находкин. Ни в коем случае нельзя бежать и не смотреть ему в глаза, и пятиться. Часто бывает, что медвежат встречает раньше, чем медведиц. Люди могут посюсюкаться с этими медвежатами, а когда мамаша придет, она разбираться уже не будет. Тогда точно будет 100% нападение. Ученые Института естественных наук 3-й год занимаются гуманным отловом медведей. При таком способе зверь находится в клетке и не представляет опасности. Ему надевают специальный ошейник с электронным устройством. С помощью этих датчиков специалисты могут отслеживать перемещение животного прямо из Якутска. В прошлом году одного, позапрошлом году 3, и в этом году еще вот одного по сигналу поймали. И сейчас отвезем подальше от города и отпустим. В летнее время в районах, где хищники представляют реальную угрозу людям и домашнему скоту, применяют практику бесплатной выдачи разрешений на отстрел. В основном к таким мерам прибегают в местах массового разведения оленей и лошадей. Зачастую причинами выхода хищников на людей называют лесные пожары. Впрочем, исследования ученых доказали, что миграция медведей не зависит от возгораний. Специалисты склоняются к версии, что хозяина тайги привлекает мусор вблизи населенных пунктов. То есть человек сам привлекает опасность. Айна Винокурова, Иларион Федоров. Вести при поддержке ТРК «Алмазный край».